Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире передача «Откровенно за круглым столом». И сегодня наши гости кандидат исторических наук Роберт Петрович Кулумбегов, старший научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Юго-Осетинского научно-исследовательского института Костак Георгиевич Дзугаев, старший научный сотрудник отдела истории и этнологии Юго-Осетинского научно-исследовательского института Костак Петрович Пухаев, председатель парламентского комитета по национальной политике, культуре, религии и средствам массовой информации Амиран Евгеньевич Дьяконов, президент медиацентра ИР Ирина Юрьевна Гаглоева и старший преподаватель кафедры всеобщей истории Юго-Осетинского государственного университета Бела Бутазовна Гаглоева. Добрый вечер, уважаемые друзья. Сегодня, в этот скорбный день, мы будем говорить о еще скорбных, можно сказать, действиях, о геноциде и Грузии против осетинского народа, который, можно сказать, с 2020 года происходит на территории Южной Осетии до 2008 года. Я бы хотел для начала представить слово Костаку Георгиевичу Дзугаеву. Пожалуйста. Спасибо. Безусловно, наша сегодняшняя дата одна из ключевых в новейшей истории Южных Осетин, но и в целом в истории Южных Осетин, начиная, я бы сказал, с 1801 года. Дело в том, что с приходом и установлением России на Кавказе судьба Осетии сложилась весьма зигзагообразно. Мы сегодня имеем очень большой массив исторических документов, в том числе документов архивных, которые очень хорошо это все отображают. Сегодня в этом смысле мы беседуем практически на злобу дня, можно сказать, потому что у всех у нас на слуху выступление президента России Путина, который впервые на высшем уровне поименовал то, что происходило в 1920 году, тем, чем оно и было, то есть геноцидом. Хотя сам термин появился в 1944 году, об этом здесь, наверное, будут коллеги еще говорить. Вот в этом смысле мне представляется так, что методологически наш сегодняшний разговор целесообразно построить так, что основной темой, если у нас и 1920 год берется за основу, да, конечно, то, тем не менее, мне представляется, что речь должна вестись о политической практике геноцида в отношении осетин. То есть это речь идет вот в данном случае, если мы берем период с 1920 года, то речь идет о проявлениях этой геноцидной политики, которые были неоднократны. И разговаривая о 1920 году, мне представляется, что мы никак не имеем права обходить молчанием 1925 год, 1937 год, историю группы Разжинат, значит, новейшую нашу, конечно же, историю попытки уничтожения Южной Осетии как этнотерриториальной родины осетин 1991-1992 годов, 2004-2008 годов. Вот мне представляется, вот эта целостная картина, она является выражением той политической практики геноцида, которая осуществлялась на протяжении жизни многих поколений в отношении осетин со стороны грузинского, подчеркиваю, государства. Это не были какие-то отдельные личностные, там, местнические проявления. Это была целенаправленная политика. Спасибо большое. Пожалуйста, Роберт Петрович. Я бы все же предложил сосредоточиться на 1920 году и событиях, связанных с ним, потому что если мы будем, скажем так, да простится мне это слово, разбавлять это событие другими событиями, оно как-то вот теряет свою концентрацию. А нам надо понимать, что именно геноцид 1920 года, и неспроста Владимир Владимирович Путин обратил внимание именно на эти события, это нам дает какое-то, вернее, конкретное основание доказывать, что нам и раньше не было возможно жить с Грузией, и тем более любые разговоры о возможных перспективах примирения с этим государством беспочвенны. Я отмечу то, что в отличие от событий последующего периода новейшей истории, на Западе отношение к геноциду 2020 года более конкретное. Об этом, в частности, сказал посол Франции в Грузии Фурне,
когда ему в укор поставили такую двойную политику французского руководства, он сказал, что прежде чем искать виновных на стороне, нужно пока посмотреть в самой Грузии. И привел именно пример геноцида 1920 года. Это вызвало неприятие в грузинском обществе, но тем не менее мы должны согласиться, что в отношении геноцида 1920 года на Западе в основном своем единомыслии. И поэтому я считаю, что при том, что нужно рассматривать это все в развитии, мы должны все же концентрироваться именно на 1920 году. Спасибо большое. Пожалуйста, Коста Петрович, ваше мнение. Если вам интересно мое мнение в отношении обсуждаемого вопроса, что мы будем обсуждать, я бы сказал так, что при всем при том, что Коста Георгиевич отметил, это безусловно одно звено в непрерывной цепи проявлений преступлений, которые смело можно отнести по признакам, утвержденным соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 9 декабря 1948 года, они вполне подпадают под квалификацию их как преступление геноцида. Тем не менее, поскольку и, как Роберт Петрович отметил, ссылаясь на известное интервью, недавнее интервью Владимира Владимировича, он акцентировал внимание именно, причем проявил блестящее знание предмета истории. Вот, это особенно подкупило. Он-то обращает внимание в связи с предстоящим столетием на геноцид 2020 года. Поэтому я полагаю, что сегодня при всех прочих условиях мы, наверное, все-таки должны основное внимание уделить проблеме геноцида 2020 года. Мы-то, выйдя на улицу, спросите любого, он скажет: да, геноцид был. Ну а что такое геноцид, не до конца каждый понимает. Не сможет каждый, далеко не каждый, дать ему объяснение, политическое, правовое, теоретическое и так далее. Поэтому я думаю, что сегодня мы этому тоже как-то должны уделить внимание, прежде чем мы можем или будем требовать от других стран признания геноцида Южных Осетин 2020 года. Поэтому я полагаю, что нам, дай Бог, осветить хотя бы какое-то энное количество возникающих вопросов по геноциду 2020 года. Я думаю, что телезрителям это тоже будет интересно услышать. Спасибо большое. Пожалуйста, Амиран Евгеньевич. Спасибо. Мы в первую очередь должны осознать, что идеология грузинского фашизма, она появилась не сегодня, не сейчас, даже не в 2020 году. Она формировалась под воздействием деспотий восточных держав, под гнетом которых находилась сама Грузия. И Грузия как государство, оно могло существовать только в условиях стальных обручей под патронажем другого игрока, сильного игрока, будь то Россия, да, до России Персия, до Персия Турция, до них опять же аланы, которые фактически были собирателями, Давид Сустам был собирателем земель грузинских, и на те земли, как раз, которые завоевал Давид Сустам, они сейчас и претендуют. Но мы должны, когда сегодня говорим о 20-х годах, я в принципе согласен с моими друзьями, коллегами в том, что мы сегодня должны акцентировать именно на событиях 2020 года. Почему 2020 года? Потому что квалификация действий грузинского правительства в то время в отношении осетинского народа четко подпадает под определение геноцида. Южные осетины всегда были для грузинского фашизма элементом раздражения. И это прослеживается в веках. Мы можем даже заглянуть в XIV век, когда Осетия пала под
Алания, вернее, пала под ударами, окончательно пала под ударами Тимур-Ленга, да, Баграт IV, грузинский царь, который принял мусульманство, он просил у Тимур-Ленга войск для того, чтобы привести в мусульманство осетин и прочих горских народов. В 20-х, то, что происходило в 20-х годах, оно достаточно здесь, правильно отметили, что есть достаточно документальных архивных свидетельств, которые прямо указывают на то, что в отношении осетинского народа в 2020 году был совершен именно геноцид. В 2009 году у нас здесь в Схимвале вышла книга Бзарова Руслана Сулеймановича, доктора исторических наук. В этой книге приведены документы и материалы, которые касаются именно этого промежутка времени. И здесь есть очень интересные вещи, да, сказаны очень интересные, интересные выдержки, которые показывают, что фактически с тех пор по настоящее время, да, идеология грузинского фашизма и отношение его к нашему народу, она не изменилась. Газета «Коммунист», я вам приведу выдержку из газеты «Коммунист», 13 июня 1920 года, да, в отношении меньшевистского правительства. Свою политику, я цитирую, свою политику в отношении Юго-Осетии меньшевики оправдывают следующими аргументами. Самоопределение Юго-Осетии означает выступление против независимости Грузии. То же самое мы сегодня и слышим, что территориальная целостность Грузии, она нерушима и так далее, и так далее. Да? Второе. Вооруженное восстание Юго-Осетии против Грузинской республики – это нарушение мирного договора с Россией. То же самое, что происходит, так как Россия оккупировала эти территории, никто не говорит о том, что Грузия напала, допустим, в 2009 году на граждан Южной Осетии, на Южную Осетию, на миротворцев. Да? И, опять же, третье. Движение осетин – это движение отсталого уголка, движение средних веков против демократии нового времени, чем является Демократическая Республика Грузии. Это те обоснования грузинского правительства в 20-х годах. То есть то, что мы видим, да, на сегодняшний день в отношении грузинского правительства, в отношении нашего народа, их позиция, да, она не меняется с 20-х годов. События 2020 года не обошли фактически ни одну нашу семью. В 2020 году у моего деда была другая супруга из фамилии Шошевых, и она, находясь в состоянии положения, находилась у своих родителей. И пришли, и они хотели издеваться над женщиной, она взяла в руки топор, и ее застрелили. И после этого дед мой спустя годы привел новую супругу, он женился, и благодаря потом уж появились и мы. То есть я говорю о том, что вот эта трагедия, она отразилась на всей судьбе народа Южной Осетии. В Северной Осетии появились целые села, огромные села, да, беженцев, которые остались уже после этого геноцида и проживают на территории Северной Осетии. Спасибо. Бела Бутазовна. Ну, я солидарна с мнением, которое прозвучало от Роберта Петровича. Надо более сконцентрировать внимание на событиях 1920 года. Ну, с таким дополнением, нельзя их отрывать от общей цепи. Все равно отсылы, правильно заметил Коста Георгиевич, к 1924-1936 году будут, потому что действительно они являлись последствиями вот этого года. Но само понятие геноцид именно применимо к 1920 году. Почему? По правовым, по моральным, по человеческим жертвам. И кажется, мне, вот как историку кажется, что большее внимание с нашей стороны должно уделяться именно вот этой стороны вопроса. В чем отличие вот этого года от остального времени? Мы знаем, что была национально-освободительная борьба. За свободу боролась вся Осетия. Но, к сожалению, как показало время, вот большие потери и больше след
вот эта борьба оставила именно на южной части Осетии, то есть на нас. Такого масштаба потерь у Осетии не было в остальной период времени. И то, что вот само обозначение слова «геноцид», я как историк считаю, что надо дополнить такими понятиями, как и экоцид, потому что в чистом виде геноцида быть не может. Да, последствия остались, последствия, которые не могли разрешить до 2008 года. Это тоже составная часть, вытекающая из этого вопроса. Но у нас есть и материал, имеется достаточный архивный, документальный, чтобы подтвердить этот статус, обосновать и выдать уже в более масштабном варианте через монографии, через документы, через публикации. И обратить внимание общественности тех стран, которые до сих пор не были знакомы с этим вопросом, вот через наш материал, посредством вот круглых столов, эфиров, опять-таки монографий, статей. Благо материал есть, последствия есть, так что надо Спасибо работать. большое. Ирина Юрьевна. Важная тема. Несомненно, и то, что на нее вновь обратили внимание, надеюсь, теперь это будет системно, и работа будет очень скрупулезная вестись. Это все хорошо. Теперь, что касается конкретики, вот какой период взять за основу. Ну, ясно, что 20-е годы, совершенно очевидно. Но все-таки я считаю, что необходимо прямо по любой мельчайшей детали начать отслеживание рождения геноцидного государства Грузии с самого начала, как вот правильно отметил Коста. С неба же не свалилась эта Грузия. То есть все это рождалось, выпестывалось, это все оформлялось, формировалось и так далее и тому подобное. И надо показать вот эту, так сказать, вот это рождение этого государства, в котором уже все это заложено. Ведь это неспроста. Значит, вы посмотрите, 20-й год, здесь все, я со всеми согласна, все, что сказали по 20-му году, что тут говорить. Я единственное, что не согласна, что материала много. Мне кажется, что здесь как раз таки работа очень большая предстоит, и здесь на самом деле много сложностей. И я даже хочу привести, вот вы посмотрите, мы все являемся свидетелями того, как много работает Армения, ее диаспоры, по признанию своего геноцида. И да, успешно идет работа. Но, во-первых, она недавно только стала такой особо успешной. Мне даже кажется, что это все-таки где-то геополитические моменты тоже подыграли. Но там у нее, посмотрите, какая мощнейшая диаспора, какие есть у Армении, какие мощнейшие. В финансовом смысле, влиянии политическом и так далее. И, то есть все у них было достаточно непросто. Все было достаточно непросто. Вот, поэтому как раз таки легко нам не будет, но от того, что трудно будет, от этого это не означает, что эту работу не надо вести, ее, несомненно, надо вести с самого начала, с 14 века даже. Пусть будет, вот как Амиран сказал, неважно, ни одна деталь не должна быть упущена, ни одна деталь. Конечно, концентрироваться на 20-м, потому что так уж получилось, что геополитическая ситуация в 20-е годы позволила Грузии сделать то, что она сделала. В 8-м году она также была готова к такой же тотальному, собственно, она это и делала. Но немножко ситуация была другая, и ей и так много удалось. Тем не менее, здесь уже несколько, так сказать, другие. В любом случае, эта работа должна вестись, ее надо проводить, и просто единственное, что это должно быть системно.
Спасибо системно. большое. Вот, я хотел бы обратить внимание на то, что в 2007 году парламентом Республики Южная Осетия было признание, то есть было постановление такое, что признать события 18-20-х годов национально-освободительной борьбой народа Южной Осетии и признать действия руководства демократической в скобках Грузии против осетинского народа в 1920 году геноцидом. То есть это было. И сегодня вот вопрос, который возникает, что сегодня из уст руководства и президента Российской Федерации прозвучало о том, что это был геноцид на самом деле, то здесь я хочу все-таки поддержать линию Коста Георгиевича Дзукаева, который говорит о том, что именно вот после этого пошло еще и вот эти все годы. Как мы можем оценить даже те события, когда алфавит перевели как бы на грузинский шрифт? Это есть там какое-то видение геноцида вот в этом плане тоже? Ну, вот армяне называют такого рода геноцид белым геноцидом. Да. Мы скрытым. Или скрытым геноцидом, да, вот в этом Но вот у плане. армян, я Коста читал, Петрович использует термин «мягкий геноцид» в своих работах, Да. где не только языки, но и вот экономическое подавление, Да. другие формы тоже, так сказать, проявлены. То есть практически под геноцидом принимаются следующие действия, совершенные с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Это первое – убийство членов такой группы. Второе – причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членов такой группы. Третье – предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые предполагают ее полное или частичное физическое уничтожение. И вот к чему я веду в этом плане? Разделение Осетии на две части. Акт геноцида, безусловно. Да. И дальнейшее вот даже проявление тех патриотических чувств, когда хотели вернуть осетинский язык, как говорится, в осетинские школы, создать вот эти условия, когда их начали преследовать. То, что Коста сказал вот, об этих людях. И уже говоря о 90-х годах, почему мы должны не признавать вот эти действия, когда, вы меня извините, жуткие вещи, когда их просто паяльными лампами уничтожали, заваривали в этих самых. То есть какие еще действия, которые, ну, непонятно, что не подлежат они этим нет, действиям? подлежат, несомненно. Да, вот в этом плане. И частично вот это все собрать. Да, понятно, что именно где-то до 20% тогда в 2020 году было уничтожено население осетин, именно конкретно осетин, с учетом того, чтобы их просто изгнать или уничтожить отсюда, из Южной Осетии. Но все-таки ваше мнение, вот поэтому я бы хотел, вот на что конкретно не то, что акцентировать внимание, а вот сегодня в реалиях того, что если у нас столетие геноцида, вот или 20-й год, или мы же все берем, потому что я к чему говорю, что сегодня даже президент Республики Южная Осетия, он заявил об этом, что именно речь идет о том, что мы будем привязывать к геноциду 2020 года 2008 год тоже. Правильно? Да, Конечно. он об этом заявил. То есть, и он спрашивает, такая вот реплика у него. Многие спрашивают, геноцид, сколько должно погибнуть населения, чтобы считать это геноцидом? Для нас 500 погибших человек по количеству населения, это уже геноцид. Это те народы, которые имеют 10-20 миллионов, да, для них это может быть ничего, но для такого маленького этноса, как осетины, 500 человек, это как раз и есть геноцид. А само чистое поле, название. Это я привожу те вот фразы Анатолия Ильича Бибилова, который сегодня вот РИА Новости давал вот в своем интервью. Чистое поле, есть умысел геноцида осетинского народа. То есть речь идет об этом. Пожалуйста. Спасибо. Амиран сказал очень важную вещь о том, что это ведь живая память. В каждой семье люди могут вспомнить конкретику по 1920 году. Разумеется, есть эта конкретика и в нашей семье тоже. Моему отцу было 9 лет, когда они бежали через Зумахский перевал, спасаясь от уничтожения вот этими вот так называемыми гвардейцами грузинскими. Он очень хорошо помнил эти события. Значит, двоюродный мой дед Габила Зугаев был пулеметчиком, который по приказу Мате Санакоева прикрывал отход беженцев через реку вот, в районе Джавы. И десятки тысяч людей успели перейти, он отстреливался буквально последними пулеметными лентами. И, будучи физически очень сильным человеком, потом взвалил этот Максим себе на плечи и с ним отошел, так сказать, последним арьергардом. То есть фактически Осетия
помнит об этом геноциде. То есть мы с вами здесь собравшись, это практически дети и внуки тех людей, Конечно. которые прошли через этот Совершенно и верно. остались живы. И в этом смысле я бы вот призвал действительно провести очень большую, упорную, серьезную работу все-таки по фиксации вот этих все еще сохраняющихся живых свидетельств, памяти. Вот работая над вот этим периодом, первая моя монография по периоду 17-21 годов, они все три были презентованы, вот последняя по 36 году недавно. Вот здесь я упоминаю о событиях так называемых вот Егровских лесах. Единственное упоминание об этом находится в телеграмме, которую погибающая Южная Осетия послала в Москву, что нас уничтожают и спасите нас. Им же даже патронов не давали. И вот это упоминание, я поспрашивал людей, кого смог. Там, оказывается, до 15 тысяч человек было окружено грузинскими карателями, и судьба этих людей абсолютно неизвестна. То есть заведомо ясно, что они были уничтожены. Но в сводках, как статистика, они не проходят. У нас официальная цифра, как вы знаете, около 5000 человек потерь убитыми непосредственно. Вот в этом смысле, правда, в документе, который отработан у вас в парламенте, указывается, значит, такой как бы рамочная цифра от 5 до 20, да, если я правильно помню, тысяч. Вот это правильно, мне кажется, позиция. И она должна получать свое дальнейшее подтверждение документально. Потому что вот эта трагедия тех, кто спасался, пытался спастись в Егровских лесах, она осталась неотраженной в литературе. Сегодня наш долг, и моральный, и политический, и какой угодно, вспомнить обо всех, кто тогда погиб. Обо всех, кто перенес тогда эти тяготы и лишения. И ведь действительно вот правильно говорят, что вот грузинская власть тогда добилась поставленной цели. Южная Осетия была уничтожена до состояния чистого поля. То есть она была ликвидирована именно как этнотерриториальная родина южных осетин. Ее восстановление — это уже другой вопрос, ну, который, может быть, мы тоже, так сказать, если надо, будем обсуждать. И кроме того, значит, мне бы хотелось вот это предложение все же внести. Сегодня мы, конечно, в основном сосредоточимся на 2020 году, потому что столетний юбилей вот на носу, Путин высказался. Но, может быть, все же мы не одним этим круглым столом ограничимся, Конечно, да, а будем еще дальше эту тему, значит, обсуждать, и тогда уже другие вот эти ключевые события и даты тоже будут обсуждены. Пожалуйста, Рад Петрович. Я хочу вот что отметить. Главное в этом деле, событиях 1920 года, это составление документа. Документ, который может быть представлен международному сообществу. Тут не должны быть эмоций. Тут должен быть юридически выверенный документ по пунктам. Исторически правильно. Не столько исторически, сколько юридически. Вот положение о геноциде. Что такое геноцид? Вот каждый пункт должен подтверждаться конкретными событиями 2020 года. Если мы будем привязывать другие события, опять-таки будет размываться. Да, мы можем говорить разделение Осетии, язык, но геноцид — это все же более конкретный там. Мы же не можем говорить о 17 геноцидах или 10 геноцидах. Есть попытка, да, такая у наших некоторых представителей. Таким образом, как бы говоря о многих геноцидах, мы как бы увеличим эмоциональную составляющую, но фактологическую мы размываем опять-таки вот эти события. Поэтому я сейчас не знаю, парламент в своем обращении приложил какую-то документальную справку? Или это было просто обращение, просим признать? Вот я не могу это узнать. Вот если это возможно, пускай представитель парламента потом расскажет. Но опять-таки говорю, что главное для нас опять-таки составить вот документ, который мы можем представить во всех международных инстанциях, вплоть до ООН и разных этих. Но они должны быть все выверены и подтверждаться всеми юридическими положениями соответствия геноциду. Вот это для меня самое главное. Пожалуйста, Амиран. Спасибо. Ну, отвечая на вопрос, хотелось бы отметить, что парламентом Республики Южная Осетия в 2006 году, в апреле 2006 года, были приняты правовые акты по даче политической оценки
событиям 1918-1920 годов. Была принята декларация о геноциде осетинского народа тогда же, да, и было принято обращение ко всем демократическим странам признать геноцид осетинского народа. И тогда тоже соответствующие обращения, и в том числе и в Государственную Думу Российской Федерации, Федеральное собрание, они были направлены вместе с прилагающими документами, о чем вы говорите сейчас. Мы на самом деле осуждение геноцида, наказание геноцида, оно является глобальной мировой проблемой. В свое время Генеральная Ассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию по осуждению и наказанию преступления геноцида и лиц к нему причастных. И мы должны понять одну вещь. Правильно, она с точки зрения юридической практики, она находит свое отражение. И что я имею в виду? Когда преступление не наказано, тем самым создаются условия для его повторного совершения. А учитывая вот эту геноцидную силу грузинского общества, грузинского, я не говорю о грузинском обществе, я говорю именно о грузинских элитах, вне зависимости от политических или духовных элитах, да, в них присутствует, испокон веков присутствует геноцидная сила в отношении нашего народа. И эта геноцидная сила находила возможности для, скажем, тихого геноцида в 30-х годах. Да. Далее в 90-х годах, что мы видели, опять же, та же самая, фактически повторение той же самой ситуации, это развал Российской империи, да? Грузия, опять же, под руководством, меняет хозяина, скажем так, и опирается уже на западные страны. В 20-х годах это были германские войска, я извиняюсь, в 18-м году, когда меньшевистское правительство Грузии провозгласило свою независимость, да, первым его кто признал? Германия. И сразу же ввела свои оккупационные войска. Они после поражения Германии в Первой мировой войне, они были заменены войсками Англии. И в то время, когда это все проходило, грузинская армия, она была вооружена сперва германскими, а потом английскими войсками. Вплоть до мулов. Это вооружение, артиллерия, это и снаряжение, это и стрелковое оружие, да. Это было все западного образца. Даже мулы, которые таскали грузы, да, они в своих источниках, да, они говорят, что эти мулы, они прекрасные, да, это английские мулы. К чему я говорю? История повторяется. Сегодня, опять же, мы видим, что стоящие за Грузией страны Запада, они подталкивают, да, Грузию к развязыванию, опять же, войны, подтолкнули Грузию к развязыванию войны. В 91-92 годах они его тогда не осуждали. Помните, мы тогда, весь Запад стоял, объявил нацистское руководство Зведа Гамсахурди, там, светочем демократии. Светочем демократии был объявлен Мишико, Саакашвили, правильно? Мы же это все на наших глазах происходило, да? Так что наказание за геноцид, оно в том числе включает в себя право государства, которое осуществило геноцид, считать себя равными в отношении других демократических стран. Мы должны, во-первых, защитить наше будущее, наше сегодняшнее настоящее, наше будущее наших детей, наших потомков от повторения, опять же, этой ситуации. Первое. Признание геноцида со стороны России, это будет серьезным шагом по обретению конечной военно-политической безопасности Республики Южная Осетия, его народа. Потому что это будет весомым аргументом, правым аргументом для нашего народа в противодействии в той исторической дуэли, которую мы ведем с идеологией грузинского фашизма. Спасибо.
Изначально хотелось бы сказать, что мое участие в заседании настоящего круглого стола, наверное, обусловлено тем, что уже было и проанонсировано, что я занимаюсь этой темой, работаю над книгой во исполнение поручения этой комиссии по мемориализации жертв геноцида и так далее. Да? Слава Богу, работа сегодня, буквально сегодня подошла к концу, там осталось иллюстративный материал добрать, какие-то и так далее, технической. Думаю, что к концу года работа увидит свет. Наверное, и вам, уважаемые коллеги, собравшимся у экранов телевизора, будет интересно почерпнуть из этой книги много для себя интересного. Я скажу, что работа начинается с цитирования Руслана Сулеймановича Бзарова. Тут его книга есть, вот у коллег. Процитирую. Пережившие события 19 и 20 столетий и все еще существующая южная ветвь астинского народа – это настоящее чудо. Пример сверхчеловеческой жизнестойкости, подвиг исторического и культурного самоутверждения. Ну, по-моему, лучше не скажешь. И я позволил себе завершить работу, опять же, цитированием Бзарова. В конце привожу его цитату. «Прощать истребление собственного народа тоже преступление, потому что оно провоцирует рецидив». Это то, что сказал Амиран Ильич. Абсолютно верно. Вот. Что касается по существу некоторых вопросов, то в ходе тут выступлений коллег Белоботазов, например, утверждает, что у нас есть достаточный архивный документальный материал. Я бы тут мог на эту тему немного и поспорить. Дело в том, что достаточно я в архивах позанимался в поисках источниковой базы для написания этой работы. Беда в том, что в наших архивах материалов до советского периода как такового нет. И не Кто может там работал, наверное, знает. Вот. Советская власть у нас была установлена, как мы знаем, в 1921 году, в 2020 году вот этот самый геноцид свершился. Далее, что касается работы в грузинских архивах, подозреваю, что там что-то можно найти по интересующей нас теме. Но опять-таки я не уверен, Закрыты. почему, потому что, и об этом опять же Руслан Сулейманович пишет вот в этой самой книге, что намеренно уничтожались материалы и меньшевиками, и потом уже советской номенклатурой. Хотя должен сказать, что даже если бы они были, для астинского исследователя, для нас с вами, например, было бы очень проблематично туда приехать по известным причинам. И, наконец, работая с фондами бывшего партархива, ныне он называется Центральный государственный архив социально-политической истории Российской Федерации, я обнаружил книгу почему-то в архиве, не в фондах Ленинской библиотеки, а в архиве генерала Георгия Ивановича Квинитадзе. Напомню, именно Квинитадзе был командующим войсками, которые учинили здесь, в Южной Осетии, геноцид 2020 года. Они Джугели, как обычно, ошибочно полагают некоторые наши. Он был начальником штаба, да. А командующим был как раз таки Квинитадзе. Так вот, этот самый Квинитадзе, он в своих воспоминаниях, изданных в Париже, потом дочка или внучка перевели на русский язык, и вот таким образом эта книжка попала и в архивы. Он там указывает прямо, что при бегстве, при эмиграции лично Жордания забрал с собой весь архив. Не знаю, насколько это верно, может и верно, но в любом случае для нас они вне зоны нашей досягаемости. Может быть, как по каким-то другим каналам поискать, выйти на французских коллег или как-то,
Но я не уверен, что тот же Жордани мог их сдать в Нет, архив. нет, Конечно. нет. Поэтому, к большому, к великому сожалению, мы лишились огромной части наших, значит, огромной части источников для подтверждения фактов или преступлений геноцида. Тем не менее, должен сказать, что даже тот материал, который мы могли бы собрать, еще не полностью собран. Есть, значит, многотомник Царствия Небесного покойного Ивана Никифоровича Цхавребова, где также собраны документы и материалы, которые он старательно в течение долгих лет собирал. В 1957 году они опубликованы, эти материалы, под названием «Борьба трудящихся в Ингушетии за советскую власть», потом переиздана эта книга. Там много полезного. Далее, можно полистать, значит, периодику тех лет. Тоже много чего можно подчеркнуть. Они, кстати, также бережно хранятся в фондах нашего научно-исследовательского архива научно-исследовательского института. Можно, в конце концов, ну, с некоторой долей осторожности, значит, ссылаться и на воспоминания участников тех событий, которые зафиксированы их внуками, может быть, даже правнуками, как вот сейчас говорили коллеги до меня выступавшие. И еще, значит, можно будет сослаться, ну, на некоторые, ну, в конце концов, можно на произведения наших классиков астинской литературы. Тот же Беджазата Чермен, тот же Харитон Плев, тот же, знаешь, Кулата Созор, да, Бритаев, все есть. Сумак Гадиатов, ну, они все здесь приводятся. Все, что можно было оттуда взять. Или «Сквозь огонь» у Николая Гаглоева. Это же он хронометраж вел, полминутно, Сам полчасовой. являвшись Да, участником он этих участник, событий. бывший сам красный партизан, приводит массу имен, описывает все эти военные операции, приводит даже пример того, как уже сдают, отступают наши от этого близких высот. И раненый, один здесь у меня отмечено, сейчас не вспомню, как его звали, боец, раненый, отказался категорически отходить оттуда. Единственное, что он попросил, это побольше патронов. Оставить патроны. И отбивался до последнего, отбивался. И вот в этом состоянии его захватили грузины и растерзали его в клочья. Ну, я не знаю, вот этот подвиг нашел свое повторение 70 лет спустя, вот этот басмач, в этом же районе, кстати. История имеет обыкновение повторяться. Мы в этом убеждаемся на опыте, на примере вот тех доблестных бойцов, которых мы называли то повстанцами, то красными партизанами, то коммунарами, то еще как бы то ни было. Но в любом случае, возвращаясь к проблеме источников, это все нужно фиксировать. И в этом направлении, не сочтите за нескромность, тоже проделана немало работы. И до сих пор продолжается эта работа. Вот. Буквально еще вчера ко мне пришли тоже вот этот наш народный художник Габараев Борис из Хитагурова. Он вспоминал, значит, что ему рассказывал отец и так далее, и так далее. Это все как-то записываем, фиксируем. Ну, опять же я говорю, с какой-то долей осторожности к этому надо относиться. Документу, оттар или нет документ, неважно. И в связи с этим хотелось бы сказать, что помимо пункта о составлении монументальной монографии по истории геноцида Южных Осетин 2020 года, там значится еще один пункт, это значит собрать воспоминания. Ну, как-то ни о ком ничего не хочу дурного сказать, я смотрю, никто этим не занимается вопросом. Поэтому по ходу автоматически стал собирать и вот эти. Если у кого-то еще что-то есть, благодарность им примем, будет опубликовано. Теперь, что касается архивных материалов, я бы хотел сказать то, что работая в Государственном архиве Российской Федерации, шел столкнуться с некоторыми трудностями, как сейчас принято говорить, непреодолимыми проблемами. Дело в том, что многие документы уже
рассекречены. Многие сейчас в стадии еще этого процесса, но беда-то в том, что частично вот эти документы настолько пришли в ветхое состояние, выцвели, еле вот берешь в руки и боишься, чтобы не рассыпался документ. А многие из них, они сняты на микрофильмы, и вот этот аппарат, вот, он подсвечивается снизу мощной лампой, и практически ничего не видно, несмотря на то, что я запасся мощным, с большим разрешением фотоаппаратом, переснимал, но, к сожалению, вот, многие документы так и остались для нас неиспользованы. Далее, очень много документов, телеграмм, переписка Орджоникидзе с Чичериным, с Лениным, сталинский телеграмм и так далее, относящиеся к тому году, имеющие какое-то отношение к освещаемой нами теме, к сожалению, они не расшифрованы. Вот он на кадре и сплошные цифры. Иди догадайся, о чем там речь, да? Поэтому я выражу осторожную надежду на то, что работа в этом направлении будет продолжена и, может быть, когда-то дополнена еще. Что касается некоторых фактов, тут Костя Георгиевич приводил по эгровским делам, эта проблема тоже заинтересовала, и в отношении этих 15 тысяч, которые там несколько месяцев скрывались, ели траву, мерзли в окопах, в ямах и так далее, их дальнейшая судьба, ну, я опять же не могу с исчерпывающей достоверностью сказать, но немного прояснилось в том, что они были вызволены оттуда. Может быть, многие погибли, конечно, там, но переночевав в Хитагурове, Цунара, потом они не без содействия, что это, как это и не парадоксально, но это тоже мы с Мурат Кузьмичевым обсуждали вопрос Дюевым, нашли какое-то объяснение. Их сами же грузины выдавили потом за территорию Южной Осетии. Я могу сказать еще и то, что нигде в литературе я не встретил такого факта, что в зоне, в районе расположения Приса у грузин, у Мещевской гвардии, там был создан некое подобие накопителя, куда пленников собирали, вот, и потом, кое избирasta, то их, значит, насильно пешком выгоняли, выдавливали. Вот это тоже есть этническая чистка, как проявление преступления геноцида. И то, о чем Амиран Евгеньевич до начала еще говорил, вот эта самая переселенческая комиссия, ужаснее ничего не придумаешь. Вы, наверное, знаете эти документы, они опубликованы, и читаешь, впадаешь буквально в ступор, как на государственном уровне, будь даже это трижды меньшевики и фашисты, кто бы ни были, как они принимали вот такие решения. Да? И плюс еще, если уж касаться этнической чистки, когда обратно уже термин-то такой был, водворять беженцев к местам постоянного прежнего проживания, господи, куда они должны были вернуться? Сплошные пепелища, ничего не осталось. Никакой гуманитарной помощи не оказывалось, ни финансовой, ни скотины, ничем. И вот их туда возвращали. И даже это меньшевистскому правительству Новой Жордании показалось слишком жирным для Южных Осетин, и измыслили, что выселить их в Караязскую степь. Напомню, если кто не знает, что в годы советской власти Караяз это был полигон для Закавказского военного округа, где ползают вот эти скорпионы и так далее. Совершенно непригодно для жилья. Что есть это, если не проявление геноцида, и если это не есть этническая чистка? Ну, я, может быть, немного отвлекся, но хочу еще один вопрос осветить. Тут Роберт Петрович насчитал сколько, 16 или сколько-то геноцидов. В соцсетях совершенно просто можно встретить пользователя некий Бадила Будаты, пишется, да? Он насчитал 14 геноцидов. Кто-то их считает, что у нас было 3 геноцида.
И в этом случае я опять же выражу свою солидарность с коллегами и возьму на себя смелость утверждать, что геноцид был один. Но носил он перманентный характер. С той или иной степенью или долей активности где-то обретал военную форму, прямую Политическую, вооруженную агрессию, административную. где-то ползучий или техногеноцид, где-то это культурный геноцид. То же самое, вот сейчас мы говорили об этом, отмена алфавита, когда уничтожали весь тираж астинской литературы в библиотеках, когда снимали все надписи на астинском языке, когда запретили в наших газетах публиковать в 1952 году некролог на смерть Махарбека Сафаровича Туганова, несмотря на то, что газета «Правда» напечатала этот некролог. Вот это все тоже есть проявление геноцида. Поэтому говорить, что в 50-х годах геноцида не было, я скажу единственное то, что не знаю, насколько я буду прав или нет, что в отдельные годы геноцид просто облекался в некую более-менее благопристойную форму. Возьмем уже после развенчания этого культа личности Сталина, когда ЦК КПСС принял целый ряд постановлений по работе грузинского ЦК Компартии, когда посадили в трон первого секретаря ЦК Компартии Грузии Василия Павловича Мжаванадзе. И вот тогда как-то, в какой-то степени и началось здесь и жилищное строительство, дорожное строительство, промышленные предприятия, и мальпровод, и тот же этот вибромашин, и так далее, так далее, так далее. Вот тогда этот период какой-то мы можем говорить о притуплении, может быть, вот как-то так, завуалированно, да? Но при первом же удобном случае геноцид, будь здоров, полыхнул, национал-шовинизм и тому подобное. Вы знаете, когда говорится, вот максимум документации должно быть, чтобы обосновать что-то, да, мы все историки знаем, что этого максимум, сколько должно быть по максимуму документов? 300, 1000, 200, ну, да, может быть. Ну, мы знаем, что архив действительно погиб. Жордане эти документы показать бы не смог, потому что там поэтапно, пошагово было показано действительно целенаправленное уничтожение Юга Осетии. Но Костя Петрович прав в одном. Те документы, которые имеются у нас на руках, они в правильной обработке. Есть как раз таки та база, которую можно вложить вот в этот документ с обоснованиями вот всех этих 5 пунктов. Потому что, ну, не может президент, ну, опять-таки приведу его речь в цитату, но не может президент на все обозрение сказать и обрамнить такие фразы, не имея информации. Раз он сказал и уже обосновывает, что есть геноцид, а ей было такое, то, естественно, он имеет в расположении какую-то информацию. По-другому он это и не озвучил. А эта информация дается нами. И я так думаю, что вот если Костя Петрович прав в одном, что воспоминания, они нуждаются в доработке, их мало кто использует в чистом виде. Но каждое воспоминание, если подтверждается какими-либо данными от прессы, теми же захоронениями, теми же перекрестным сличением каких-то других документов, то они тоже являются уже базой. Те же договора, которые были заключены между Грузией и Россией, и прямое нарушение пунктов этих договоров в отношении астинского народа. То есть база есть. Другой вопрос, что действительно нам надо аккумулировать вот эту документацию, составить единую короткую справку, куда войдут не только количество жертв, но и вот так по пунктам нарушения всех прав по отношению к астинскому народу со стороны грузинского правительства. Они есть, они достаточны. Что касается вот правовой стороны обращения в Думу, то действительно они не могут читать наши книги полностью, ну не будут же этим они заниматься. Ну, цитирование Бзарова – это тоже лишнее такое подтверждение, что эти документы есть, потому что ну, не назвал бы он по-другому книгу, которая издана в 2000 каком году? 9. Вот и все.
То есть есть материал достаточный, просто надо грамотно к нему подойти, составить единую справку и направить уже единый документ, в котором будет обосновываться. Вот. Я единственное, что скажу, что необходимо, чтобы эта работа велась постоянно. Очень постоянно. Проблема в том, что то, что 20-е годы имеют очень важное значение, об этом еще в начале нашего национально-освободительного пути говорилось. И недаром Адам Оннухас в 90-е годы уже опубликовал, вот была декларация о геноциде 20-го года в Южной Осетии. 92-й год, по-моему. В 90-м году второй номер Адам Оннухас газета. Это в газете, Вот. Очень интересный документ, я его не буду зачитывать, но я, поскольку мы все свидетели нашего вот этого движения, и я хочу сказать, что это имело очень большое значение. Для чего прежде всего? Для того, чтобы показать истинное лицо Грузии перед мировым сообществом. Я уже не говорю о просто исторической правде, которая здесь была. И, к сожалению, потом периодически наши власти возвращались к этому, забывали. То в 2006 году, потом еще в каком-то, в 2009, уже после августовской агрессии, даже, помните, суд был, кое-что делал. То есть очень много хороших. Вот эта книга, кстати, тогда тоже в этом порыве была подготовлена, сделана и так далее. То есть на самом деле мы всегда занимались этим вопросом, только не было системы. Ну, надеюсь, что сегодня слова президента Путина заставят это привести в систему, и материал найдется, и вообще мне кажется, что здесь еще правоведов надо подключать, потому что здесь да, вот этот момент, сторона на мой взгляд, пока вот сами, потому что историки вроде бы подключились, и здесь работа идет достаточно качественно, общественные организации тоже сейчас подключаются к процессу уже чисто в публицистическом виде и так далее. В любом случае работа идет, просто, может быть, она должна быть более, так сказать, расширена, более масштабная, надо больше доверять общественно-политическим организациям, которые имеют все-таки какие-то определенные связи с другими странами, там, ну, какие-то другие уровни надо брать для того, чтобы вот всю эту информацию распространять. Теперь, что касается вообще геноцида самого, ну, здесь много всего интересного рассказали. Я единственное, что хочу обратить, что Грузия никогда не прекращала своей геноцидной политики по отношению к Южной Осетии. Даже тогда, когда она там заводы и фабрики строила. Если подумать, то все заводы и фабрики, которые строились, они не были рассчитаны на вот наши природно-климатические моменты. То есть они все были связаны именно с какой-то идеологией. Ну, слава богу, что были, конечно, это все инфраструктура, рабочие места. Но я хочу обратить внимание на другой момент. В это же время шло очень серьезное обезлюживание сел. То есть наше, так сказать, отрывание от традиционных хозяйств, от нашей вот истинной культуры и так далее, это тоже в этот момент шло. Поэтому вот за скрытым, так сказать, ублажением в виде каких-то заводов и фабрик, которые вот сегодня, ну, кто-нибудь сможет сегодня, чтобы фабрика бельевого трикотажа заработала там или еще что-то? Она не заработает, потому что это невозможно. И так далее. То есть Грузия на самом деле это геноцидное государство, которое ни на минуту не прекращало в разных формах своей политики по отношению к нашей стране, к нашей Южной Осетии. Правильно сказала Ирина Юрьевна, грузинское правительство ни на секунду, ни на год, ни на месяц не прекращало вот это целенаправленное уничтожение народа. И даже в рамках установления советской власти, вот поступательного движения от этого, развитие северной части Осетии и южной части разительно отличались друг от друга. Как и почему? Потому что у Северной Осетии имелись возможности
достигать, развиваться у нас, к сожалению, а не через Кстати, грузинское у Костата правительство. хорошо тоже, ну, в какой-то работе Кстати, я вот читала. первое, на что я ссылаюсь на вашу же статью. Вот первые у вас наработки были, где очень четко показано, что вся эта экономическая политика по отношению к Юга Осетии, она была действительно направлена на то, чтобы выдавить этот народ, заглушить. Но не может район, где не выращивается картошка, давать столько-то тонн для потребностей Грузии. Ну, не может, но мы давали. Делали. Это была советская власть. Закупали на стороне Мевдестан. Вот так, было такое. То, что наши излишки все, которые, даже не излишки, они собирали почти все, она отдавалась Грузии. Дай бог памяти. 1936 год, отчет, обсуждение вот этих темпов, тоже указывалось в вашей статье. И поднимаются наши верхи и спрашивают, ну как, вы нам обещали, видели там 500 печатных листов для того, чтобы мы могли печатать нашу же литературу на остинском языке для наших школ. Где они? Не видели на ни одного листа. Вы сказали, что будет выделяться там 2 рубля 40 копеек на нас. Их даже нету, потому что выделяется только рубль и 7 копеек. То есть вот такие вот моменты, они есть как раз таки те документы, которые лишний раз подтверждают вот политику Грузии по уничтожению осетин. То есть много, да, вот, ну есть. То есть даже из 8 документов можно составить ту базу юридическую, которая необходима, мне так кажется, для обоснования вот этого геноцида. Вот Ирина Юрьевна тоже сказала, чтобы общественные организации активизировались на интернет-портале в этом отношении, чтобы донести до нашего населения вот те факты, документальные факты геноцида, чтобы народ понимал для себя, о чем мы говорим. Изначально наш разговор был, что даже, может быть, кто-то не понимает, а что такое геноцид? Да, он был. но Сайт что? был геноцид, Да. сайт был. Сайт у Да, Юры был. Бетеева. Да, Да. все было, но вот я же говорю, у нас проблема в том, что мы ничего системно, постоянно Да. не можем делать. А то был прекрасный сайт, там много выставлялось, там все-таки, в любом случае это все можно было дополнять. 100 лет геноциду при нашей жизни будет только один раз. Да. Это событие, благодаря Владимиру Владимировичу Путину, приобрело международную повестку. Я Шарамубин. Оно вышло за пределы Осетии, даже за пределы Закавказья. И мы не можем это Поэтому заглушить. мы должны воспользоваться этим моментом. Я думаю, что этот инструментарий у нас есть посредством российских институтов демократии, правовых институтов. Мы должны это донести до международного сообщества. Россия, конечно, прореагирует соответствующим образом, но опять-таки мы должны вынести на более А как высокий уровень. соответствующим? Признает? Ты Это говоришь? уже вопрос времени и текущей ситуации. Это, наверное, будет следующей темой нашего Да, я стола. думаю, первый это круглый стол, сказать. посвященный геноциду, он будет системным сейчас в данный момент, потому что вот очень хорошие предложения были получены от вас всех, очень хорошие. И мы будем вот так собирать и правоведов, и юристов, и исследователей даже по геноциду даже 90-х и 8-го года, чтобы мы доносили до нашего населения ту работу, которая ведется в отношении того увековечивания столетия геноцида осетинского народа. Потому что если мы отмечаем эту, можно сказать, скорбную дату, мы даже просто принести на суд нашего народа, вот разложить все полностью, вот о чем мы и говорим. Потому что правильно Амиран сказал, если это не наказуемо, оно будет иметь дальнейшие последствия в отношении того, что будет развиваться дальше. И вот это хорошо. Я просто хочу вам сказать большое спасибо.